Добрый вечер. В прямом эфире программа «Новости». В студии Сайхан Сенсаев. И сегодня в выпуске. Российский ответ свободе слова по-французски. Как бы правильно это назвать? Морально-этический терроризм. Сегодня терроризируется вера. Это абсолютно недопустимо. В эфире Первого канала обсудили прошедший митинг в Грозном. Они не знают чеченский кодекс чести. Писала маленькая девочка с просьбой купить ей компьютер. Мы этот компьютер подарили. Через буквально несколько дней из этого села поступило около 40 обращений. Динара Мурадова о любителях легкой наживы. Знакомство с бойцовской жизнью. Однозначно понравилось, потому что я всю жизнь мечтал, с детства мечтал попасть в структуру и работать именно в таких органах. Студенты СУЗов побывали в гостях у ОМОНовцев. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил Рамзана Кадырова медалью «Доблесть и отвага» за содействие в решении возложенных на Следственный комитет страны задач. В подарок главе Чечни генерал-полковник юстиции передал также именные часы и кортик. Этой новостью Рамзан Кадыров поделился на своей странице в Инстаграм. На встрече обсуждались вопросы борьбы с преступностью в различных сферах. Глава Чечни отметил, цитирую: «Александр Иванович является одним из настоящих патриотов России, для которого интересы Родины, законы страны, обеспечение расследования, доведение до суда самых тяжких и общественно опасных преступлений превыше всего. Я всегда с удовольствием общаюсь с Александром Ивановичем. Так он относится к числу тех, кто твердо верит в Россию, в ее будущее, готов без оглядки трудиться ради Отечества». Конец цитаты. Позже в Москве прошла встреча главы Чечни с Вячеславом Володиным. Они обсудили вопросы, касающиеся деятельности руководства Чеченской Республики на ближайшую и долгосрочную перспективу. Первый заместитель руководителя администрации президента России решительно поддерживал курс и усилия Ахмад Хаджи Кадырова по восстановлению мира в Чечне. Он отметил, что команда первого президента Чечни состоялась, продемонстрировала свою способность решать сложные задачи экономического, социального развития, обеспечения стабильности и согласия в обществе. Он также сказал, что в ней работают опытные специалисты. Об этом на своей странице в Инстаграм написал Рамзан Кадыров. В частности, он отметил, цитирую: «Я всегда с огромным удовольствием и душевным трепетом встречаюсь с людьми, которые в самые тяжелые для России и Чечни дни работали, помогали или общались с моим дорогим отцом, первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахмад Хаджи Кадыровым. Воспоминания, рассказы, подробности с разных событий с участием Ахмад Хаджи. Все это для меня очень ценно. Кроме того, характеристики совета таких людей отличаются объективностью и доброжелательностью. Вячеслав Викторович является сильным политиком, который достойно представляет команду нашего национального лидера Владимира Путина. Поэтому мы благодарны ему за помощь и поддержку». Конец цитаты. Манифестация против людей, оскорбляющих пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, стала темой обсуждения в программе «Время покажет» на Первом канале. В дискуссии приняли участие политологи, журналисты, предприниматели и просто неравнодушные россияне. Какие мнения высказали участники встречи, расскажет Зура Саламова. Акция протеста против карикатур на пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, вызвала широкий общественный резонанс, причем не только среди мусульман. Прошедший митинг в Грозном становится главной темой обсуждения федеральных и мировых СМИ. Очередной выпуск ток-шоу «Время покажет» посвятили теме народной манифестации в чеченской столице. Член Комитета Госдумы России по международным делам назвал действия французских властей новой формой терроризма. Демонстрация, которая прошла вчера в Грозном, действительно была самой многочисленной во всей новейшей истории России. Вот у нас больше людей на улице не выходило. Никогда. Ни в 91-м, ни в 93-м, ни по какому поводу вот такого количества людей не выходило на улицы. За что и против чего вышли люди? Это абсолютно неудивительно. Такое происходит с таким размахом первый раз. Это личное оскорбление для меня. Это личное оскорбление мусульманина. Это оскорбление ислама. Это оскорбление любого верующего человека. Заметьте, самое главное в митингах в Ингушетии, в Грозном и не только там, а в десятках странах всего мира, на эти митинги приходят православные тоже. Это раз. И второе, везде заявляется о том, что у любого гражданина, у любой веры, у любого журналиста, у любого самого ярого защитника свободного отечества должна быть грань. Эта грань сегодня перешли.
И почему еще сегодня вышли люди на улицы? Может быть, но это личное мое мнение, самое главное. В России очень хорошо знают, что такое терроризм. Еще лучше знают, что такое международный терроризм. Но мы сегодня получили изобретение Запада, изобретение Европы, их цивилизации, новую форму терроризма. Как бы правильно это назвать? Морально-этический терроризм. Сегодня терроризируется вера. Это абсолютно недопустимо. Глумление над святынями – фундаментальная ценность. Так характеризуется свобода слова по-французски. Идея европейского государства, в котором каждый может оскорбить любую религию, важнее, чем чувство верующих. Когда глумление, скажем так, или высмеивание каких-то личностей религиозных, будь то православных, мусульман, других, это вполне допустимо. Но глумление над святынями религии, над тем, которые люди носят в своем сердце и в своей душе, во что они верят, беззаветно, да, это никогда, я думаю, что допустимым не будет. По крайней мере, с точки зрения мусульман. Почему? Потому что даже самое маленькое государство, может быть, микроскопическое государство, имеет свои государственные символы, и она их охраняет законом. И глумление над этими символами, оно является подсудным. Поэтому почему же глумление над святынями 1,5 миллиарда человек на этой земле должно быть разрешенным? Это в корне неправильно. Карикатуры Шарли Эбдо оскорбляют не только чувства мусульман, но и представителей других религий, считают участники ток-шоу. Митинг во Франции они назвали маршем лицемеров. Когда произошел теракт, я убежден, и в Москве, и в Грозном, и в Назране, и в других городах мы со скорбью и с сочувствием отнеслись к пострадавшим. Но когда организовали марш, чтобы сделать культ из подлецов, из людей, которые сделали делом своей жизни оскорбление религиозных чувств других людей, извините, вот тут мы возмущены именно вот этим маршем. Я очень признателен нашим российским мусульманам. А вы не считаете, что подмена произошла? Петр, вы знаете, вот я человек православный. Я страдаю от того, что мусульмане смогли мобилизоваться, а православные русские до сих пор ждут. До сих пор ждут, когда отвечать на эти чудовищные провокации. И я хочу подчеркнуть, давайте мы разделим преступление, которое произошло, террористический акт. Я до сих пор не уверен, что мусульмане к нему причастны. Я больше склоняюсь к тому, что это действительно грамотная провокация. Акции протеста против карикатур на пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, прошли во многих странах. Свое возмущение выразили миллионы оскорбленных мусульман. Однако французские средства массовой информации волну манифестаций называют неоправданной агрессией. Mnie оскорбли чувства верующих. Еще раз, мы только защищали свободу слова. Я говорю как журналист, потому что это ценности, которые очень важны. Нужно понимать, что во Франции существует демократия, которая очень важна. В таких странах, которые показываете Нигерия или Пакистане, мне кажется, что, к сожалению, не существует демократия. Ну а в Турции она существует, турки тоже оскорблены. Очень относительно демократия. Извините, но Турция, когда вы видите последние инициативы... Я понял, это критерий демократии. Пожалуйста, пожалуйста. Я понимаю право французов на свободу слова, как и жителей других европейских стран, но, по-моему, на мой взгляд, они этим заигрались. Вот если говорить реально конкретно, то есть о редакции «Шарли», то я не считаю, что там работали журналисты, я не считаю, что они рисовали карикатуры. Это было глумление, кощунство, издевательство. После этого устраивать во Франции марш, это был марш лицемерия, потому что во главе его шли люди, которых ждет Гаагский трибунал. Но они никогда под Гаагский трибунал не попадут, потому что они его контролируют. Это первое. Второе. Во Франции прошла выставка незадолго до этого, где распятие в горшке было продемонстрировано. То есть там, в принципе, над верующими, над чувствами верующих издеваются. Я понимаю, что кто-то сейчас скажет, в мире может... Но допустим, французы считают это своим правом. Они считают это свободой слова. Это проявление демократии. Всенародную манифестацию в Грозном участники программы «Время покажет» считают адекватной реакцией на провокацию. Ну, абсолютно очевидно, что это была не первая ласточка. Мы помним, как несколько лет назад, когда вышел фильм «Невинность мусульман», повлек за собой, по сути дела, такие же действия. 16 числа фракция ЛДПР обратилась с посланием
Государственную Думу для того, чтобы запретить не просто журналистам Российской Федерации, а журналистам всего мирового сообщества к разжиганию национальной розни. И помимо всего прочего, я хочу отметить тот факт, что поблагодарить мусульман, в первую очередь Российской Федерации, что путем такой консолидации общества, которую показали сейчас на территории Ингушетии и на территории Чечни, что мусульмане способны и должны идти на мирные протесты, мирным образом выражать протесты, а не так, как это делают мусульмане других стран, тоже цивилизованных. Ислам запрещает рисовать живые существа и уж тем более пророка. Посягая на самое святое, провокаторы разжигают межконфессиональную рознь, считают здесь. Свобода слова для французов, по сути, заключилась в новых тиражах Шарли Эбдо. Было 60 тысяч, сразу 5 миллионов. Огромные суммы получили себе в карманы эти люди. То есть вы, ну хорошо, они на этом заработали. Мы сейчас обсуждаем не то, что они заработали, мы обсуждаем ту проблему, которая стала перед всем миром, понимаете? Они на своей трагедии заработали. Нет, чтобы, как в Грозном, выйти и политическими методами все решать, они все перевели на стоимость, на деньги. Объективность ведущих мировых печатных средств массовой информации также вызывает возмущение. Митинг в Грозном в поддержку чувств верующих был самым массовым. Чтобы выразить свое отношение к карикатурам, опубликованным во французском «Шарли Эбдо», на манифестацию вышли около 1 миллиона человек. В результате нападений террористов на редакцию журнала было убито 12 человек. Собравшиеся со сцены говорили о том, что такое оскорбление религиозных чувств мусульман явилось признаком деградации самого Запада. Глава Чеченской Республики с трибуны обратился к собравшимся. На нем был жилет с надписью «Мы любим пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует». Он отметил, что Европа не извлекла уроков из недавнего кровопролития в Париже. Он назвал недавний марш во Франции уличным шоу. Акция протеста против карикатур на пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в Грозном собрала более 1 миллиона человек. Это самая масштабная народная манифестация в истории современной России. В поддержку чеченских демонстрантов выступили не только мусульмане со всего мира, но и представители других вероисповеданий. Зура Саламова, Тимур Саратов. Новости. Сегодня в программе «Время покажет» принял участие спикер парламента Чеченской Республики Дукуах Абдурахманов. В прямом эфире Первого канала он рассказал о предложении ужесточить наказание террористам, а также их родственникам, которые покрывают их и оказывают всяческую поддержку. Тему продолжит Елизавета Чепханова. Новый законопроект чеченских депутатов предполагает ужесточить наказание не только для террористов, но и для родственников, оказавших содействие. Именно декабрьские события заставили чеченских законотворцев пойти на такой шаг. Тогда погибли 14 сотрудников правоохранительных органов, 26 детей стали сиротами. Жертв можно было избежать, если близкие террористов сообщили о готовящемся нападении. Обязательно родственник помогает. Вот находится по материнской линии, по отцовской линии человек, который помогает. Мы этих пособников берем, и доказать это невозможно. Если род мой будет знать, что нельзя содействовать своему сыну или брату, двоюродному брату, и за это он получит наказание, то они не дадут ему уйти в лес. Они все будут смотреть, не только мама будет смотреть за ним, или отец. Обычаи нашего народа, наш менталитет. Наш традиция что говорит? Если я виноват, за меня отвечает весь род. Если я убил человека, мы оставляем село, уходим из села. Не дай Аллах. У нас такие правила жизни. Мы боремся, чтобы не были у нас кровные мести. Враждебных семей мы мирили. Я был инициатором. Но мы не хотим, чтобы, страдали из-за этих, людей. Мирные жители. Народ это поддерживает. О новой инициативе председатель парламента заявил в прямом эфире Первого канала в программе «Время покажет». За пособничество мы усилили 5 лет. Там, где было 10 лет, мы сказали 15-25 лет. С лишением имущества. Ахмад Хаджи создал команду, которая вывела эту республику через референдум. Эти люди тоже участвовали в этих мероприятиях. Через референдум, объединив нас с народами Российской Федерации, впервые в чеченской истории проведя референдум, помогая великому Путину, помогая собирать поставленную при Ельцине на колени Россию, он единственный руководитель из 85 субъектов, который на боевом посту погиб. Ни в аварии погиб, ни на разборках погиб. Герой Российской Федерации. Пособничество террористам карается лишением свободы сроком от 8 до 20 лет, укрывательство и помощь от 5 до 10 лет и штрафом до 500 тысяч рублей. Авторы инициативы предлагают увеличить тюремный срок до 15 и 25 лет, а в качестве дополнительного наказания ввести конфискацию имущества и арест банковских счетов. Соответствующий законопроект депутаты парламента направили в Государственную Думу. Речь идет в той части, где
скажем, доказанное участие родственников террористов в той или иной акции, умолчание, сокрытие преступления, да, все это является, так сказать, преступлением против человечности, преступлением против общества. И в данном случае мы поддержали главу Чеченской Республики и направили этот документ, этот законопроект, который бы, скажем, там, где предусматриваются штрафы, чтобы эти штрафы заменили на реальные сроки тем, кто был пособником, доказанным пособником террористов, будь он родственник, значит, будь он друг, будь он сосед, чтобы эти люди эту ответственность, повторяю, несли персонально. Речь не идет о какой-то круговой поруке, как сегодня это пишут в прессе. Речь не идет о какой-то коллективной безопасности, как некоторые, значит, псевдоисторики, правозащитники и политологи пытаются нам доказать, вспоминая о временах депортации и так далее. Поэтому одно с другим путать ни в коем случае нельзя. Предложение вызвало общественный резонанс. Правомерно ли ужесточение наказания и обязаны ли близкие родственники свидетельствовать против своего сына, брата или супруга? Эксперты, журналисты и политологи разделились на два лагеря. Однако большая часть зала считает, что ради спасения тысяч невинных любой житель страны обязан проявить гражданскую позицию. Как может мать донести на своего сына, зная о том, что он готовит террористический акт? Я предлагаю всем подумать, а как эта мать будет потом смотреть в глаза десяткам, а то и сотням матерей, сыновей и дочерей, которые погибли по вине его сына. Любая нормальная мать, адекватная, всегда выберет и пойдет и скажет, что вот мой сын пришел, что-то с ним не так случилось, кто-то ему в голову что-то влил, помогите, спасите его. Подтверждение своего мнения эксперты получили здесь же. Я как мать России, я вам хочу сказать, я полностью поддерживаю инициативу Кадырова. И объясню почему. Рассказывать, что мы как мамы не несем ответственность за своих детей после того, как им исполнилось 18 лет. Но простите, мамочки, почему же вы своим детям не объяснили, что нельзя такие вещи делать, ходить и взрывать людей за деньги? Финал дебатов «Единство во мнении». Наказывать нужно и по всей строгости. После проверки законопроекта правоведами, юристами и другими компетентными экспертами на соответствие Конституции законодатели должны утвердить его в третьем чтении. Елизавета Чепханова, Ибрагим Налаев. Новости. В соцсетях все чаще можно столкнуться с людьми, которые пишут о своем бедственном положении и просят оказать им помощь. Обычно это просьба о трудоустройстве, строительстве и материальной поддержке. Однако многие из них оказываются мошенниками, которые ни в чем не нуждаются. По словам руководства республики, такие явления необходимо пресекать на корню. А тех, кто забыл кодекс чести, в специальном репортаже Динары Мурадовой. С миру по нитке некоторые жители продолжают давить на жалость и просить на просторах интернета все, что их душе угодно. Надеясь на людское сострадание, эта категория граждан все еще пишет письма на сайт департамента по работе с обращениями граждан. В своих заявлениях люди излагают самые разные просьбы, начиная от покупки телефона до машин и даже квартиры. В обращениях чаще всего указываются ложные факты, скрывается тот факт, что им оказывалась ранее помощь главой республики, помощь из регионального общественного фонда имени Ахмада Хаджи Кадырова. В ходе проведения проверки, когда сразу выявляют, что семья не попадает под категорию остро нуждающихся, им сразу на месте разъясняют. Однако этой семье, если это не устраивает, они пишут опять-таки в Инстаграм. В селе Калаус Натеречного района написала маленькая девочка с просьбой купить ей компьютер. Было принято решение выделить средства из фонда Кадырова и подарить ей. Мы этот компьютер подарили. Через буквально несколько дней из этого села поступило около 40 обращений. На них была указана всего рода бытовая техника, там вплоть до утюгов. На этой неделе специальная комиссия департамента выехала в село Гихи, чтобы ознакомиться с условиями проживания одной семьи, которая обращалась регулярно. Просят достроить пристройку в доме. При этом, как оказалось, при проверке у обратившихся был весь необходимый стройматериал. Здесь же неподалеку, в полуразрушенном саманном доме, живет Зелимхан Хажалиев. Сам воспитывает 5 детей. Мужчина, напротив, ни на что не жалуется и довольствуется тем, что есть. Именно такой категории граждан и будет оказываться помощь в первую очередь, заявили в департаменте национальной политики. Вот такой показательный случай, показательный пример, когда мы можем воочию увидеть человека, который, может, в какой-то степени нуждается, но не нуждается в той помощи, в такой острой, такой срочной помощи, как тот, который живет в саманном доме. Вот такие вот люди есть, мы их выявляем,
первую очередь помощь оказывается тем людям, которые находятся в критической ситуации, которые живут, может быть, в подвалах, в вагончиках, в старых саманных домах. Есть люди, которые просто не понимают, что они на самом деле не попадают ни под какую категорию, и помощь государством им оказана не может быть. А есть люди, которые нагло, целеустремленно считают, что им положена помощь. С попрошайками в сетях продолжают сталкиваться сегодня и на страницах Инстаграм. Судя по тому, что пишут люди главе региона, создается впечатление, многие уже просто привыкли жить в статусе иждивенцев, а понятие «совесть» им просто незнакомо. Высокий уровень обращения населения к Кадырову свидетельствует о том, что у него исключительно высокое доверие среди населения. Значит, эти люди верят, что каждая их просьба будет рассмотрена, эти люди верят, что ни одна просьба не останется без внимания. Нужно отметить, что только в Инстаграм у него около 800 тысяч читателей. Значит, в Фейсбуке, Твиттере и в других общее количество читателей сегодня превышает 1 400 000 человек. И вот теперь смотрите, его читателями являются все, значит, другие известные люди, у которых в свою очередь, понимаете, огромное количество читателей. Фактически любая запись, которую делает Рамзан Ахматович, расходится в России и во всем мире десятками миллионов экземпляров. Она доходит до всего населения мира. И в этой связи, когда, понимаете, незначительные вопросы, которые не имеют к этому никакого отношения, для которых достаточно просто позвонить в районную администрацию, обратиться к какому должностному лицу и пишут вот здесь. Это отвлекает много внимания. Понимаете, другое дело, если бы даже все эти просьбы были бы объективные. Играя на чувствах людей, нередко выдумывая жизненные сложности, мошенники не брезгуют ничем. Одним словом, интернет-попрошайки стали настоящими профессионалами своего дела и даже не желают менять свой статус и образ жизни. С такими явлениями надо бороться, чтобы они не получали дальнейшего развития, заявил на недавнем совещании глава региона. Check way dagaadant in Washington, way machinel, you way don't in Washington zutchun على غردان هوردان شرح تصبوتنيك يا شنو وكت تنبش على سؤال هون سوتي بوس شاسن ولتك فير شو شاسن ولتك دانا شي دوزل دول بيا شو شاب عندك دنيا انش بالبرفل دوزل ريت بلوخ شو وشي بيري ختصخيت كيتن سن بيزت ايوه ملاتن سويا العداله بيا مرجع استاذ خبيرنا على ارنب برت ايوه هم شيس أنا عبغيت أك. سنة وقوق أدخل صعب بديت شوت أي بشدش. صعد عن وند دا وسن حقو بيردك سيدان زمينش. سانت أيوة هم يسلعوا. وحقوق أنت بلا وغيت دان. ويسقير مكبر إيش بلا سانت عم خلن. وي خينش سقوط عم خلن دان. خينش كيراك ويرش ساقط مش عشبات دان. يوضع يا جو. هذول بيا مرد حاجة كميسي نيرس كميسي نتهم ما غسلنا. وكم يصير موضوع حدك عاشلج دعوات شلونه سؤالك عشوق نهضة ويحصيت هذا كم يصير بوه بيعيش بوه بسلاوي. У чеченского народа никогда не было людей с протянутой рукой. Даже в самые трудные времена они никогда не просили милостыню и тяжелым трудом зарабатывали себе на жизнь. С гордостью вспоминает эти годы и председатель Совета по культуре при главе Чеченской Республики Хожа Ахмед Берсанов. ويكستان داهم دو تشليز المصل يا ساعي كيكيدين داتس نجاسن ستان جاي حسميو تشيلشي ايس ايات سين لوري لاحت اخ ولا بالله طلع اسبتشي سين حسم سيوش ايتا تيلا يا قناستيل جاي رزق مورس. Потребительское отношение к жизни, ставшее нормальным явлением для определенной части населения, вызывает негатив и у жителей республики. Люди не должны, если они обеспечены. Коран даже запрещает иметь много. Все в меру должно быть. Если они обращаются мошенничеством путем, это не то, что они не стесняются ни свой народ, ни своего президента, они не стесняются Аллаха. Я просто призываю этих людей. Пожалуйста, не делайте этого. Он больше на перяшки ухшлешь. Сайк антия диешайт нас итшара. Хер перяшки шухшнег ан ахча дакш. Скатун сун яхета дарктун. Сам дир, я, например. Отрицательно отношусь к попрошайкам.
У нас, у чеченского народа, попрошаек не было никогда. И я надеюсь, не будет. Нехорошо это. Это не по вере нашей исламской, ни по адатам, ни в какие рамки, ни в человеческие это не уходит. Если ему помогли один раз, сказал бы спасибо на этом, и все, отрицательно отношусь. Люди, которые посредством социальных сетей пытаются решить все свои бытовые проблемы, должны понимать, что есть те, кто находится в более тяжелой жизненной ситуации, и они просто-напросто мешают компетентным органам выявлять такие семьи. Надо научиться добиваться чего-либо собственным трудом, а не методом просьб и попрошайничества. Динара Мурадова, Халид Мавсаев, Тамерлан Арсанукаев. Новости. Свыше 50 детских садов было введено в эксплуатацию в прошлом году. Комитет правительства по дошкольному образованию подводит итоги работы за год и ставит задачи на 2015. Помощник главы Чеченской Республики Зарган Кадырова заверила, что указ президента России о необходимости обеспечения местами всех дошколят в Чечне будет выполнен. Проблема нехватки мест в детских садах будет решена в текущем году. Вместе с тем решается и вопрос повышения уровня подготовки педагогов. Только за прошедший год около 2000 воспитателей прошли курсы повышения квалификации. Требования к педагогам будут только увеличены, отметила Зарган Кадырова в завершении встречи. Приятная новость для жителей аварийных домов. В 2015 году планируется строительство 3 7-этажных многоквартирных домов. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в МЖКХ. Сейчас чиновники работают над ведомственными программами по привлечению инвестиций в жилищно-коммунальный сектор. По словам Алиму Саказова, уже разработан и утвержден график передачи объектов коммунальной инфраструктуры в ведение органов местного самоуправления для последующей передачи этих объектов в концессию и долгосрочную аренду инвесторами. С этого года за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов будут платить сами жильцы при поддержке государства. В нашей республике в вопросах реформы ЖКХ учрежден региональный оператор Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов. В соответствии с имеющимися нашими разработками мы установили один из самых низких показателей платы за квадратный метр капитального ремонта общего имущества. Он выражается в сумме 6 рублей 72 копейки за 1 квадратный метр. Эпидемия вируса Эбола пошла на спад, а Почта России будет доставлять посылки на дом. Об этих и других интересных новостях смотрите в рубрике «Часовой». Россия и Индия готовы наращивать сотрудничество в вопросе противодействия терроризму. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на переговорах с индийским коллегой. По его словам, российско-индийские отношения уже многие десятилетия носят характер стратегического партнерства. Они основаны на прочном фундаменте взаимного доверия, взаимопонимания и близости между народами двух стран. Госдума приняла во втором основном чтении президентский законопроект о запрете употребления, распространения и пропаганды так называемых спайсов. Максимальное наказание за торговлю ими составит 8 лет лишения свободы. Документ, в частности, направлен на противодействие обороту новых психоактивных веществ, воспроизводящих основную химическую структуру наркотических средств или психотропных веществ и схожих с ними по физиологическому воздействию на организм человека. Эпидемия болезни, вызванная вирусом Эбола, пошла на спад. Такое мнение высказали специалисты. Они сообщили, что самого значительного прогресса удалось добиться в Либерии, где за 4 месяца число новых случаев заражения вирусом сократилось в 30 раз. Гвинея и Сьерра-Леоне также объявили о том, что число новых случаев заболевания на их территории находится на самом низком уровне с конца прошлого года. В России необходимо вдвое снизить смертность от сосудистых патологий, чтобы приблизиться к уровню развитых стран. Такое мнение высказала министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. В 2015 году, который объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, Минздрав намерен изменить ситуацию с помощью комплексной программы профилактики, борьбы с вредными привычками и создания центров управления скорой помощи. Почта России официально заявила, что теперь будет доставлять посылки на дом. Это сделано для того, чтобы уменьшить очереди в отделениях почты, передает Интерфакс. Сейчас налажен механизм доставки небольших посылок весом до 2 килограмм на дом. Чтобы воспользоваться этой услугой, получателю необходимо обратиться в почту по телефону и заказать доставку.
Студенческий десант высадился на базе ОМОНа Республики. В рамках одноименной акции учащиеся политехнического техникума смогли ознакомиться с военной экипировкой, оружием и условиями бойцов. На интересной экскурсии побывал Аслан Эльбукаев. Студенты Грозненского политехнического техникума с интересом изучают военный быт. В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» молодые люди прибыли на базу ОМОНа МВД. Здесь гостям провели экскурсию по всем объектам, включая и наиболее любимое подростками место – спортзал. Далее ребята вышли во двор, где специально для них бойцы ОМОНа разложили разного вида огнестрельное оружие, которое можно было потрогать и даже сфотографироваться на память. Но самое интересное ожидало молодых людей в помещении для стрельбищ, где опытный инструктор рассказал им о новом виде стрельбы. Скоростная стрельба производится, вот там у нас линия начерчена, 5, 10, 15, 20 метров. Стреляем стрельбы из пистолета ПМ, Стечкин, Ерыгин, ГШ-18 и все остальное. Одним из тех, кто прибыл на экскурсию и не смог не проверить свои силы, студент 3-го курса Александр Четников. Попросив разрешения командира на прохождение полосы препятствий, парень преодолел всевозможные барьеры и даже бросил гранату в окно захваченного преступниками помещения. Поставленной задачей успешно справился. Не без гордости, говорит молодой человек. Однозначно понравилось, потому что я всю жизнь мечтал, с детства мечтал попасть в структуру и работать именно в таких органах, как не только ОМОН, но и в МВД. Мечта была такая, и стремлюсь к этому со времен школы. Еще поступил на учебу среднего СПО Грозненского политехнического на юриста, дабы продолжить этот путь, который я хотел. Ребята побывали и в столовой, после чего направились к памятнику первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмада Хаджи Кадырова и мемориалу памяти погибших сотрудников. Акция «Студенческий десант» завершилась совместной фотографией. Возможно, кто-то из них в недалеком будущем пополнит ряды отряда ОМОНа. Аслан Эльбукаев, Абубакар Абазов. Новости. Какой исход ждет наркоманов? О том, к чему может привести употребление психотропных веществ, детям показали наглядно. Театр юного зрителя совместно с наркоконтролем представили новую постановку под названием «Крик». Она рассказывает о покаянии молодого человека, сгубившего свою жизнь. Тему продолжит Хамзат Аюбов. Сегодня у Ислама Мустраева необычная роль. Приходилось играть самых разных персонажей, но в образе тени умершего наркомана на сцену выходит впервые, рассказывает актер. Наркотик шлили на призрак, кукса уже наркотик, холоквин давался, кукса уже веллакса, наркотик, халкинакса, тень играть я шукса. Ногчик энтраш на ой ногчик зудбеж на печен амхилари цаче аунш акуэлнаш йоч хирбаца, ой шавек ой нисолари догдош хватиню спектакль. Декорации и костюмы к постановке уже готовы, но перед началом спектакля к зрителям выходят организаторы акции. Представители наркоконтроля и Минкульта рассказали о негативных последствиях употребления наркотических средств. Об этом и сегодняшняя постановка. Я вас, юные зрители, попросил бы внимательно рассмотреть, внимательно подумать, что они делают и о чем они говорят. Отсюда пейд хирбушина, пейд хирбачина. Наркотики, вредные привычки, таблетки, шадек в республике, два шадек, от глава республики Рамзан Ахмадович, войн дюйч шадек, войн хуш ду, аж и дала отца, таган хох, гойд спектакль, гойд что, аж тамо дала отца хох на ох дешдек дох хох ду, шу руководство дешдек дох хох ду, войн республики Ахендек ду. Если есть у тебя голова на плечах, адресуем тебе разговор о серьезных вещах. Постановка начинается с обращения к зрителям теней, кающихся, но уже умерших наркоманов. Главный кукольный герой спектакля – беззаботный молодой человек. Вначале знакомится с девушкой. Чтобы общаться, у нас должно быть что-то общее, объединяющее нас. А что же у нас общего? У нас? Да. У нас, например, солнце. Но затем попадает в плохую компанию, которая увлекается наркотиками. Так начинается черная полоса в жизни героя. Чего ты ломаешься? Попробуй, не пожалеешь. Это для настоящих продвинутых парней. В этом мире поначалу тебя ждут, тебя любят. У тебя появляется куча ненужных друзей-наркоманов. Этот спектакль многому учит, что наркотики и все прочее, это относится к работе шайтана. Картинник хашха мегадут наркотик шдяштега цар тайданан хайданан хончо диез диезари хонмелчо ишцан хомелчо юшери. С того момента, как главный герой встретился с наркоманами, жизнь переменилась полностью. Начались проблемы в учебе, с родителями и со здоровьем. Кульминация – смерть на руках матери. Сыночек мой! Ты не сыночек, что с тобой?
Своим спектаклем мы хотели не просто сделать лекцию, да, детям, что наркотики это плохо. Мы хотели показать объективную реальность. Главный герой умирает, а все, кто остается на сцене, это как бы духи, которые говорят залом и просят зал не повторять свои ошибки. Подобные постановки пройдут и в других учебных заведениях. Если человек попал в болезнь, сложно его вытащить. Нужно лечение, нужна реабилитация. Нужно человека возвращать в нормальную жизнь, для этого требуются годы. И не всегда это, к сожалению, приводит к положительному результату. А вот уберечь, предохранить, да, это важно. Очень скоро актеров театра юного зрителя примут студенты строительно-технического техникума. После учебных заведений общего и среднего профессионального образования гастроли ТЮЗа пройдут и в школах. Хамзат Аюбов, Магомед Мударов, Дауд Куруев. Новости. В Шатое проходят сборы лучших бойцов Чечни. Спортсмены готовятся к турниру по смешанным единоборствам, который пройдет в середине марта. Бойцы работают над тактикой ведения боя и ударной техникой. Место проведения сборов спортивный клуб «Ахмат» выбрал не случайно. Горный воздух и рельеф идеально подходят для физической подготовки. В тренировках принимают участие и лучшие российские бойцы смешанного стиля. Они готовят чеченских спортсменов к предстоящему турниру по смешанным единоборствам. Он пройдет на арене Грозинского Колизея уже в марте. Здесь обязательно должно быть что? То есть я атакую в голову, да? И Саша атакует мне в голову. Если я не буду защищаться, Саша меня уронит. То же самое должно происходить у вас. Не научитесь защищаться, пока не будете друг друга бить. Сейчас работаем в цель. У вас задача попасть в голову, защититься и в другую сторону тоже делать атаку. Спортивное питание, бассейны, тренажерные залы. Для полноценных тренировок здесь есть все. За тренировками следит помощник главы республики по спорту Лечик Курбанов. Обмен опытом дает более физически как что не хватает ребятам для дела. Что приятно дышать, как баба бара, ладу, дисциплина и физически выносливость, проблемы, как технически, как бабичана. Сейчас тренировку проходят 16 спортсменов. Многие из них сотрудники элитного подразделения «Терек». К предстоящему турниру каждый должен подготовиться на все 100%. На первых сборах спортсмены работают над тактикой ведения боя и ударной техникой. Второй раз на тренировке в Шатое они встретятся ближе к турниру. Бойцы будут работать над выносливостью. Рустам Канемагомаев, Ахмед Джабраилов и Рамзан Хагуев. Новости. Грозинский футбольный клуб начал тренировки в Анталии. Там проходят 10-дневные сборы. Если в Москве игроки занимались преимущественно без мячей под началом тренера по физподготовке, то уже на первой тренировке в Анталии Рашид Рахимов провел тактические занятия, большая часть которых была посвящена беговым упражнениям. Это так называемый фартлег – бег с преодолением различных препятствий с фиксацией частоты пульса. Напомню, здесь грозинский клуб проведет 2 контрольных матча. 22 января соперником Терека станет венгерский Холодаж, а 26-го – хорватский Сплит. Возвращение на родину намечено на 26 января. До первого матча мы будем всегда работать в режиме 2 разовых тренировок. Они достаточно интенсивные и продолжительные. 2 спарринга у нас будет. 27-го у нас будет заканчиваться первый тренировочный сбор, после чего мы дадим 2 дня отдыха, соберем команду еще раз в Москве, в течение 3 дней восстановим все мышцы и дадим определенную нагрузку на них. И уже в Турции со 2 числа мы начнем 2-й сбор, где у нас запланировано 6 матчей. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на телеканале Грозный.